Здравствуйте, дорогие ребята! Сегодня мы расскажем вам сказку «Красная шапочка». А написал эту сказку Шарль Перро. Жила-была маленькая девочка. Мать любила ее без памяти, а бабушка еще больше. Ко дню рождения внучки подарила ей бабушка красную шапочку. С тех пор девочка всюду в ней ходила. Соседи так про нее и говорили: «Вон красная шапочка идет». Как-то раз испекла мама пирожок и сказала дочке: «Сходи-ка, красная шапочка, к бабушке, снеси ей пирожок и горшочек масла, да узнай, здорова ли она». Собралась красная шапочка и пошла к бабушке. Идет она лесом, а навстречу ей серый волк. «Куда ты идешь, красная шапочка?» – спрашивает волк. «Я иду к бабушке, несу ей пирожочек и горшочек масла». «А далеко ли живет твоя бабушка?» – спрашивает волк. «Далеко», – отвечает красная шапочка, «вон в той деревне за мельницей, в первом домике с края». «Ладно, — говорит волк, — я тоже хочу проведать твою бабушку. Ты ступай по этой дороге, а я пойду по той дороге. Посмотрим, кто из нас раньше придет». Сказал это волк и побежал, что было духу, по самой короткой дорожке. А красная шапочка пошла по самой длинной дороге. Шла она не торопясь, по пути останавливалась, рвала цветы и собирала их в букеты. Не успела она еще до мельницы дойти, а волк уже прискакал к бабушкиному домику и стучится в дверь. Тук-тук-тук! «Кто там?» – спрашивает бабушка. «Это я, внучка ваша, красная шапочка», – отвечает волк. «Я к вам в гости пришла, пирожок принесла и горшочек масла». А бабушка была в то время больна и лежала в постели. Она подумала, что это и в самом деле красная шапочка, и крикнула: «Дерни за веревочку, дитя мое, дверь и откроется». Волк дернул за веревочку, дверь и открылась. Бросился волк на бабушку и разом проглотил ее. Он был очень голоден, потому что 3 дня ничего не ел. Потом закрыл дверь, улегся на бабушкину постель и стал поджидать красную шапочку. Скоро она пришла и постучала. Тук-тук-тук. «Кто там?» – спрашивает волк, а голос у него грубый, хриплый. Красная шапочка испугалась было, но потом подумала, что бабушка охрипла от простуды, и ответила: «Это я, внучка ваша, пришла к вам в гости, принесла пирожок и горшочек масла». Волк откашлялся и сказал: «Дерни за веревочку, дитя мое, дверь и откроется». Красная шапочка дернула за веревочку, дверь и открылась. Вошла девочка в домик, а волк спрятался под одеяло и говорит: «Положи-ка, внучка, пирожок на стол, горшочек на полку поставь, а сама приляг рядом со мной». Красная шапочка прилегла рядом с волком и спрашивает: «Бабушка, а почему у вас такие большие руки?» «Это чтобы покрепче обнять тебя, дитя мое». «Ой, бабушка, а почему у вас такие большие уши?» «А это чтобы получше слышать тебя, дитя мое». «Бабушка, а почему у вас такие большие глаза?» «А это для того, чтобы лучше видеть тебя, дитя мое». «Ой, бабушка, а почему у вас такие большие зубы?» «А это чтобы поскорее съесть тебя, дитя мое». И не успела красная шапочка охнуть, как волк бросился на нее и проглотил. Но, по счастью, в это время проходили мимо домика дровосеки с топорами на плечах. Услышали они шум, вбежали в домик и убили волка. А потом распороли ему брюхо, и оттуда вышла красная шапочка, а за ней бабушка, обе целые и невредимые. Ну что же, дорогие ребята, вот наша сказка и подошла к концу. Спокойной ночи! Спокойной
удачи, ребята!